Good morning. Доброе утро. We will discuss this morning Сегодня утром мы с вами будем обсуждать challenges for the Christian theologian. вызовы, которые стоят перед христианином-богословом. Now, my training Мое обучение, мое образование is both as a theologian относится как к теологии and as a philosopher. и также к философии. So I have graduate degrees in both areas. Поэтому у меня есть степени в обеих сферах. But I was also a pastor for 30 years. Но также я на практике служил пастором 30 лет. So I have kind of a larger foundation. Поэтому основание у меня есть достаточно обширное. Now, when I say a theologian, И когда я говорю слово теолог или богослов, most of us think of somebody who has a doctorate in theology. большинство из нас сразу представляют кого-нибудь, у кого докторская степень по теологии. And in some cases, of course, that's true. И в некоторых случаях, конечно, это правда. But I want to speak more directly. Но я хочу говорить более напрямую, практически более. To the point that I think all pastors should be theologians. Потому что я считаю, что все пастора должны считаться богословами. So, with that sort of as the background, Вот это вам немножко, так сказать, моего основания. I begin by underscoring the importance. И я хочу начать с того, что подчеркну важность, The importance that the theologian has. важность, которая возлагается на богослова. That it's a large responsibility. И это очень-очень большая ответственность. And as I say, I use the word theologian И еще раз повторюсь, я называю богословами for pastors and for professional theologians. всех, включая пасторов и профессиональных теологов. Now I think that much is required of the one who is called for this task. И я считаю, что много требуется от человека, который призван к подобным задачам в жизни. And it's a great responsibility to speak for God. И это очень большая ответственность говорить что-то от имени Бога. The message from God is distinct from all other messages. Потому что послание от Бога, оно отличается от всех остальных посланий. You may know Возможно, вы знаете, that in the early church, что в ранней церкви, when people were up for ordination, когда людей собирались рукополагать, many of them would flee from that, многие убегали от этого, отказывались. in quite a contrast to what we have today. И это большой контраст к тому, к чему сейчас стремятся. Young men just are anxious to be ordained into the ministry. Потому что молодые ребята, они просто рвутся быть рукоположенными на служение. And too often the church is happy to have it so. И часто церкви с радостью возлагают руки на всех, кому хочется. I'm not saying that young men can't be pastors or theologians. Я ни в коем случае не отрицаю, что молодые ребята могут быть пасторами или богословами. But so often we do find that we must beware of the novice. Но часто мы обнаруживаем, что все-таки нужно быть более аккуратными с новичками. So I'm going to speak about 3 areas Итак, я сегодня хочу с вами поговорить о 3 сферах, that are a challenge to the theologian. которые являются вызовами или сложностями для богослова. And the first is rather obvious, И первый вызов, он достаточно очевидный. but I think it needs to be clarified. Но я все-таки думаю, что надо его прояснить. The first challenge to the theologian Итак, первый вызов для теологов is that he is a member of the church. – это то, что он является членом церкви. By that I mean he's a servant of the church. То есть, что я хочу сказать, что он служит церкви, в которой он находится. He's not just a member of an organization, Он не просто член организации какой-то, but he is a member of the community of faith. но он действительно член сообщества веры. That means И это означает, that his personal life что его личная жизнь is bound up in being a member of this community. во многом привязана к тому, что он участник этого сообщества веры.
So much so И настолько это важно, that Paul says что Павел даже говорит, that this person что этот человек should be an example of the believers, должен служить примером для остальных верующих. and that he should study in such a way И он должен учиться подобным образом, that his life presents a pathway for others. чтобы его жизнь была примером для остальных, чтобы она пролагала путь остальным. And so it is to this community that he is first and foremost responsible. И получается, если богослов находится в какой-то церкви, то именно для этого сообщества христиан он в первую очередь должен служить. Whether we're thinking about the professional theologian Неважно, говорим ли мы о профессиональных богословах, or we're thinking about the pastor. или мы думаем о богословах-пасторах. He is responsible for equipping Christians for ministry. На него возлагается ответственность, чтобы снаряжать христиан на дело служения. So theology И поэтому богословие, is done for the church. в общем, оно сводится к тому, чтобы служить церкви. It's done for the people of God. Делается для народа Божьего. It's not just done for its own sake. Потому что богословие не может само по себе вот просто существовать ради самого себя. And so the Christian theologian must always keep this in mind. И христианский богослов-христианин, он всегда должен об этом помнить. That is, he is responsible for his personal life, Что он ответственен за то, как выглядит, какая у него его личная жизнь. and he also bears some responsibility for the life of the church. И даже, несмотря на его служение в конкретной поместной церкви, на нем все равно лежит определенная ответственность за жизнь в этой церкви. While each member of the church is responsible for his or her own life, Хотя каждый член церкви несет ответственность за свою собственную христианскую жизнь, за свое христианское хождение. the theologian bears responsibility for what he tells the church. А на теологе при этом возлагается ответственность за то, что он говорит в церкви. So theology is done for the church, Итак, еще раз повторюсь, богословие проводится ради церкви, для церкви, it's done for the people of God. для народа Божьего. Hence, it's both academic and it's И practical. поэтому богословие имеет как академическую часть, так и практическую часть. Because as Christians, Потому что, будучи христианами, we must not only act, мы должны не просто делать какие-то дела или вести себя определенным образом. but we must act correctly. Мы должны исполнять разные дела правильно, как Богу угодно. It's not just that we're involved in religious activities. Чтобы не было просто, что мы тут разводим всякую религиозную деятельность и все. We're engaged in that activity as a representative of God. Но нам нужно помнить, что наши дела, они в глазах людей рассматриваются как дела представителей Бога. Saying glorious things about God, То же самое славно о Боге. if they misrepresent God, То есть если мы что-то говорим о Боге, и потом мы неправильно показываем, either his character or his word, будь то показываем его характер неправильно или слово его неправильно практически доносим, it's an abomination. то это будет просто мерзость, если наши слова и наша практическая жизнь расходятся. We're simply not free to say whatever we want to say. Потому что мы не можем себе позволить просто говорить, что нам вздумается. Это должно быть связано с практикой нашей жизни. And you say, but I'm just saying good things about God. Но вы можете сказать, я ведь хорошее что-то рассказываю о Боге, что тут такого? But if those good things are not true of God, Но если вот это хорошее, что ты рассказываешь, является не истинным, it's just wrong to say those things as bad things about God. то, в общем-то, можно сказать, что то это настолько же плохо говорить, как если бы ты богохульствовал или говорил что-то плохое о Боге. Now that's a great responsibility. То есть ответственность возлагается достаточно большая. As one has said, И как сказано было, just as it is logically impossible to have practice without theory, как логически невозможно иметь практику без теории, so it's impossible to have social and cultural activity in a meaningful sense так невозможно иметь значимую социальную и культурную деятельность without some idea of a valued state of being. без представления о ценности бытия. The theologian
is responsible for informing the church То есть, другими словами, на теологе лежит ответственность информировать церковь how to think Christianly о том, как думать, как размышлять по-христиански about all areas of life. о разных сферах жизни. Not just what the church does when it comes to gather on Sunday. Чтобы он поднимал вопросы не только того, что должна церковь делать, когда все собрались вместе в воскресенье. If the Bible Если Библия becomes just a source book for preaching, становится просто книгой, источником проповедей, тем для проповедей, it will eventually be divorced from reality. то в конечном счете эти проповеди будут оторваны от реальности. The theologian must provide leadership И богослов, он должен поступать как руководитель, как лидер в том, что делает. on how to live a well-ordered life. И своей жизнью показывать, как жить упорядоченной жизнью. Because we live in a disordered world. Потому что мир вокруг нас в совершенном беспорядке. So his theology Поэтому его богословие is about informing the church заключается в том, чтобы проинформировать церковь what God says о том, что говорит Бог about living rightly in his created order. по вопросам того, как правильно жить в Божьем порядке. And that's not easy И это делать нелегко, я вам скажу. because our world is so disordered. Потому что люди настолько привыкли к беспорядочной жизни. And Christianity is not just about morality. И христианство, суть христианства не просто в моральных поступках, высокоморальных поступках. The pastor is not just preaching about a moral way to live. Пастор не просто проповедует о том, как жить высокоморальной жизнью. Though of course that's part of it. Хотя это тоже частично касается этого вопроса. But the theologian pastor is much more than that. Но пастор-богослов, на нем лежит значительно большая задача. And I think that remains a great challenge И я думаю, что это как раз и остается вот большим вызовом для богословов, to the pastor theologian, для пасторов-богословов. particularly in the 21st century. В частности, в наше 21 столетие. Not just because our cultures continually become disordered. И это не только потому, что наша культура все дальше катится в беспорядок. What the church has come to mean in the 21st century. Но также это важно потому, что какую роль играет церковь в 21 столетии. Where in many cases Потому что во многих случаях it's difficult to tell the church from just a worldly organization. сложно стало отличить собрание церкви от какой-нибудь другой другой организации, встречи какого-нибудь клуба. So that's the first challenge. Ну, вот это вот первый вызов перед богословом. How the theologian lives as a member of the community. Как теолог живет, будучи членом христианской общины. And then we can think of the theologian as a member of the guild. Следующий аспект богослова – это богослов как член профессионального сообщества. And that is, he is a pastor, he's a theologian, То есть мы же говорили, что он пастор, он богослов. and that forms a group. И, соответственно, есть определенная группа людей, несущих такое служение. And here we find some real dangers. И вот как раз вот в этой группе, в этом профессиональном сообществе мы находим тоже серьезные опасности. Particularly in the area of formal training. В частности, то, что касается формального обучения. When I first started in the pastorate, Когда я начал только служить пастором, that was many years ago, это уже было много лет назад, 1968. 68 год, 1968 год. I lived in the northeast of the United States. Я жил на северо-востоке Соединенных Штатов, In those days, и в те дни you didn't need to have a degree to. не надо было какого-то диплома. Basically, if you were breathing То есть, если ты был способен дышать and you could stand upright и мог ровно стоять перед людьми, and you had a Bible, и Библию в руках, и Библия у тебя была, then you could be a pastor. значит, ты уже имел квалификацию быть пастором.
Because there are all these little churches scattered all throughout New England. Потому что было много маленьких церквей, которые были рассеяны по всей Новой Англии. And many of them didn't have pastors. И у многих из них не было пасторов, они искали пастора. But that's changed a lot. Но с тех пор многое изменилось. Today, На сегодняшний день churches expect that their pastor церкви уже ожидают, что их пастор at least has a graduate degree. как минимум имеет школьное законченное образование или даже высшее образование. And hopefully a doctorate. И лучше даже, если он доктор наук или какой-то магистратуру закончил. Now, on the one hand, that's good. И с одной стороны, в общем-то, такие ожидания хорошие. On the other hand, it's a danger. Но с другой стороны, в этом тоже есть опасность. Because Потому что we become enamored with ourselves. Потому что мы становимся полностью захвачены собою. I have all of these letters behind my Потому что name. вот, у меня столько всяких сертификатов и дипломов есть. And we become proud about that. И нас начинает распирать от гордости за себя. So while there's an increased demand for the educated То pastor, есть, с одной стороны, растет вот это вот ожидание, что пастора будут иметь образование, that he is a theologian, и что это будет теологическое образование. well, at least he has a degree behind his name that says he is a Но, по theologian. крайней мере, ведь это будет, у него есть какая-то бумажка, диплом, который говорит о том, что он получил богословское образование. But sadly, Но, к сожалению, many young men only want the degree behind their name. многие молодые ребята, они стремятся только и получить эту бумажку, и все. За бумажкой не стоит реальное знание. Because it's their ticket to get a larger church. Потому что если у тебя есть хороший диплом богословский, то для многих молодых ребят в Америке это билет в служение в большой церкви. So the danger is here, Поэтому вот в чем есть опасность. that while the demand for educated theologians and pastors, Что с одной стороны существует спрос на образованных богословов и пасторов. a lot of emphasis is put on having the degree. Слишком много внимания уделяется именно тому, чтобы предоставить эту бумажку. So consequently, И, соответственно, those training for the pastorate, те, кто учится, чтобы служить пасторами, those training to be theologians, те, кто учится, чтобы служить богословами, are more interested in having the degree больше заинтересованы в том, бы, как бы сдать все эти экзамены и получить степень, than they are receiving an education. чем реально получить образование практическое в этой сфере. We must not think that those two things are synonymous. Потому что нам не нужно считать, что диплом сразу означает практическое обучение. In fact, there's become an increasing concern И даже это становится все больше и больше, то, что тревожит нас. of what is called professionalism in the pastorate. Вот это вот отношение, чисто профессиональное отношение к пасторству, Where we're just professionals doing our task. где пасторство рассматривается просто как работа, которую нужно рутинно исполнить. Now, while I outlined some of the challenges and dangers, И пока я вам рассказываю об этих вызовах, об этих трудностях, I do think it's important я все-таки считаю, что важно, that anybody who's going to be a spokesperson for God чтобы любой человек, который вызывается говорить от имени Бога, be studied in theology and philosophy. имел обучение в богословии и в философии. Now, you might think, haha, И вы можете подумать, ну, because he has theology and это он philosophy, такое говорит, потому что он уже выучился, и у него уже есть степень богослова и философа. everybody ought to have И теперь он theology считает, and что philosophy. все должны такими же быть, как он. But if you know theology but you don't know how to think, Но если вы знаете богословие, но не знаете, как думать, I think there's a great danger. то я считаю, что в этом есть большая опасность. You can read a book, Вы можете прочитать книгу, hear what somebody else is saying, услышать, что сказал какой-то другой человек, repeat it in the pulpit, выйти, повторить это с кафедры, and everybody says amen. и все скажут «Аминь» на ваши слова. But the problem is, Но проблема может быть в том,
the people in the congregation что люди, сидящие в общине, only say amen говорят только «Аминь», because they believe what the preacher was saying when they came. из-за того, что они верят, что этот проповедник действительно им говорит, и они верят, что изначально он им говорил это, правильно. They weren't persuaded by weight of argument. Им просто сказали какую-то фразу, их же не убеждали, им же не предоставляли аргументы. So that leaves them very unprepared to speak to the world. И от этого люди вообще не получаются очень неподготовлены, чтобы защищать эти убеждения перед миром. So when the average Christian goes out and speaks to the И world, поэтому, когда среднестатический христианин идет и говорит с людьми в этом мире, they repeat what the pastor says, этот человек просто повторяет то, что услышал от пастора. and then the unbeliever has a question. А у неверующего может возникнуть вопрос: Why do you believe а that? почему ты так считаешь? So my pastor says. Пастор так сказал. I believe what my pastor Я believes. верю, что пастор разобрался, раз он так говорит. What's your pastor believe? А что, во что верит твой пастор? Well, he believes what the church believes. Ну, он верит в то, что верит церковь. Well, what do you both believe? Ну хорошо, а во что вы все вместе верите? We both believe the same thing. Мы верим в одно и то же все вместе. That's not very convincing. Но эти аргументы звучат не очень убедительно. So I would argue Поэтому я бы оспаривал вопрос. that the challenge for the theologian pastor Вот какой, что вызов, стоящий перед пастором-богословом, as a member of the guild учитывая, что он вот член профессионального сообщества, is to be so trained вызов в том, чтобы получить такое образование, that he not only knows how to exegete the text, что он не просто знает, как разобраться с текстом, but that he knows how to think with the material of the text. но он знает, как обдумать, как мысленно обработать материал, который он прочитал в тексте. And to know how to think И он знает, как думать, within the larger context of the world. учитывая более обширный контекст этого мира. And the danger, another danger that comes to the pastor in the guild И еще одна опасность, которая возникает в пасторове богословов в профессиональном сообществе их, is there can be the danger это то, что может быть опасность, that I'm really more concerned about my rising to the top. в том, что меня больше заботит о том, как бы выбраться на верхушку среди всех этих богословов. So I become a member of the guild, И поэтому я становлюсь членом этого сообщества, but I do that so that I can impress everybody. но я делаю это для того, чтобы впечатлить всех остальных, подобных мне. And so the challenge И поэтому вызов в этом случае is that we never sacrifice the truth заключается в том, чтобы мы ни в коем случае не жертвовали истиной in order for personal gain. ради того, чтобы получить какую-то личную выгоду. So I really think it is important И я считаю, что это действительно важно, that we be well credentialed. чтобы у нас было хорошее образование, чтобы мы были обучены. And I don't think everybody has to go and have as much education as Но possible. я не считаю, что все должны прямо стремиться и получить максимально возможное образование. But for those who feel especially called Но если вы чувствуете особенное призвание в эту сферу, to be trained in theology, чтобы получить обучение в богословии, needs to have the proper training. то для этого вам нужно стремиться получить это образование. If we can look at the United States, Если посмотреть на ситуацию в Соединенных Штатах, and I think this can be pretty true no matter wherever и, you в are, общем-то, я даже считаю, что это будет истинным в разных концах Земли, in the latter part of the 1800s, еще в конце 19 столетия early part of the 1900s, и в начале 20 столетия many of the pastors training as theologians многие пасторы, которые получали богословское образование, went to Germany, ездили в Германию. and there they learned liberal theology. И там они получили образование в либеральной теологии, в либеральном богословии. Then they came back in pastored churches Потом они вернулись обратно в свою страну, стали служить пасторами в церквях and spread their liberal theology и there. начали распространять свое либеральное богословие там.
So the importance of this training То есть важность получения образования can also be a great danger. может также превратиться и в опасность. The cause of Christ Потому что дело Христа must never suffer никогда не должно страдать because of either our academic inferiority из нашей недостаточной академической подготовленности or our intellectual dishonesty. или нашей нашего интеллектуальной нечестности. I think, generally speaking, Я думаю, что если говорить в общем, one must be well credentialed. важно, чтобы человек имел хорошее образование. But I do speak as the general rule Но я это больше говорю как общее правило, а не требование в первую очередь. because there are always exceptions. Потому что исключения будут всегда. There are some who've done a very wonderful job Потому что есть люди, которые прекрасно, очень прекрасно of pastoring the flock of God служат пасторами и служат пастве Божьей, with very little имея совершенно минимальное обучение официальное. formal training. Официального особенного обучения они могут и не иметь. But I think that is the exception, not the rule. Но я считаю, что это нужно воспринимать как исключение, а не как правило. No matter whether we are formally trained or not, Неважно, есть ли у нас официальное образование богословское или нет, we must be honest with the facts нам нужно всегда быть честными, когда мы оперируем фактами. and bold with the truth. И также быть смелыми, когда мы несем истину. And what it means for the church, И что это может означать для церкви? regardless of what others in the guild think. Мы должны говорить это независимо от того, что думают другие подобные нам богословы. And we can think of many in the past, Потому что мы можем вспомнить многих в прошлом, in church history, в истории церкви, who have suffered greatly because of this. кто очень сильное гонение пережил из-за того, что утверждал истину. Его гнали подобные им богословы. You can think of someone like Martin Luther, Даже вспомним Мартина Лютера, who really stands against the guild, so to speak, который в свое время вообще пошел против всего сообщества богословов. and counts the cost. И он понес на себе вот цену этого поступка. Because he was called to be honest with the facts. Но это было потому, что он чувствовал личное призвание быть честным с фактами, которые у него были. And as member of the guild, И как член сообщества богословов, we must not only speak the truth to our congregation, мы должны быть честными и говорить истину не только о нашей общине, которой мы служим, but we must be willing to challenge error at the very highest level. но мы должны быть готовыми даже пойти и сделать вызов, обличить ошибку даже на самом высоком уровне богословского служения. I think it's interesting Я думаю, что интересно that an atheist, то, что атеист один, Marcella Parra, который зовут Марчелло Пера, you may know of him, возможно, вы о нем слышали, he's a philosopher. он философ, He is also, or was, the president of the Italian Senate. он также был или даже еще является президентом итальянского сената. He wrote a very tiny book Он написал одну достаточно маленькую книгу, with the then Cardinal Ratzinger, которая называлась на итальянском в то время. and in this little book, И в этой маленькой книжке, она называется «Без корней», если по-английски перевести. even one who does not believe in God И в этой книге, даже если человек не верит в Бога, understood the importance of what I'm saying. он был способен понять важность того, о чем я вам говорю. He says, Человек этот вот что говорит. there is one risk, Есть один риск. the fear of making choices Страх перед выбором that will lead Christians to think может заставить христиан считать, that if the burdens of Christianity are too heavy, что если бремя христианства слишком тяжело, it is better to dilute the faith то лучше упростить веру or lower one's voice или промолчать, rather than risk conflict. чем идти на конфликт. But a weak Christian, Но слабый христианин, like a weak thinking, как и слабая способность к мышлению,
ultimately в конце концов becomes an acquiescent Christian. становится уступчивым христианином. He just goes along with the То flow. есть он просто подстраивается под общее течение. Now, those are some of the challenges. И вот это вот мы говорим о сложностях, вызовах, которые стоят перед богословом. That we have as members of the guild. И которые в частности стоят перед богословом как участником сообщества богословов. Whether that be at the professional level, Будь то на профессиональном уровне, in the academy, в академии, or is just with the pastors that you meet with. или это просто круг общения пасторов, с которыми вы регулярно встречаетесь. Now, when I was a pastor, Когда я служил пастором, it was the custom in my area в моем регионе была такая традиция, that at least one Monday a month, что хотя бы раз в месяц по понедельникам all the pastors in the area got together. все местные пастора собирались вместе. And it was supposedly И по идее that we were going to encourage one another. мы должны были ободрять друг друга на этой встрече. But I always felt quite discouraged when I Но, left. как правило, я уезжал достаточно расстроенным с этих встреч. Because all it was Потому что эта встреча превращалась a competition. просто в соревнование друг с другом. Well, how many did you baptize on Sunday? Ну и сколько у вас крестилось в это воскресенье людей? Didn't baptize any. Вообще-то ни одного не крестили в это воскресенье. Oh, we baptized 20. А у нас 20 крещений водных было в это воскресенье. Brother, Брат, are you sure you're preaching the ты gospel? уверен, что ты хорошо проповедуешь Евангелие? And so it became just an opportunity to tell everybody else how great you were И doing. поэтому эти встречи превратились просто в возможность похвастать перед всеми остальными, что у нас хорошо получается. Now, of course, we ought to rejoice when people are saved. И, конечно, да, нам всем нужно одинаково радоваться, когда люди спасаются и приходят ко Христу, независимо где. And when they're baptized. И когда они принимают водное крещение. But we must understand Но нам также надо понимать, that when we come together, there's more to that. что когда мы собираемся вместе, мы можем намного больше дать друг другу. I just think it's a danger. И я просто считаю, что есть вот опасность. Matter of fact, Вообще-то даже по сути, since this is an hour of confession, поскольку у нас такой час исповедания, I stopped going to the ministers' meetings. я могу признаться, что я перестал ездить на встречи служителей. Because I felt that it was more of a burden to me than it was. Потому a что help. у меня сложилось впечатление, что все эти встречи превращаются больше в обузу, чем в ободрение. Because we weren't helping one another in the struggles. that Потому we что had. не получалось у нас как-то ободрять и помогать друг другу. Of course, we could have said it. We baptized 20 Конечно же, можно так сказать, вот мы 20 человек водным крещением крестили. as a testimony to what God is doing. И это было как свидетельство того, что Бог делает. But then get on to the business Но хорошо, вот сообщили эти радостные новости и переходим дальше к чему-то. of holding one another accountable. Как мы можем поддержать друг друга, как мы можем нести подотчетность друг перед другом. Но к этому не переходило. In our personal lives И это не переходил разговор на наши личные жизни. and in our ministerial lives. И в нашем, на наше служение личное. The third area, И третья сфера, or the third challenge, или третий вызов, сфера вызова для богослова, is the theologian это богослов as a member of society. как член общества в целом. I think one of the great dangers here Я считаю, что одна из больших опасностей в этом is that theologians, pastors, заключается в том, что богослов, пастор can insulate themselves. может изолироваться от общества. Now, the balance that the theologian has, И баланс, который должен быть у богослова, on the one hand, с одной стороны, he must be faithful to the truth. он должен оставаться верным истине. On the other hand, С другой стороны, he must speak in a relevant way to his culture. он должен говорить так на понятном языке для культуры, в которой он живет. Finding that balance И вот найти этот баланс has never been easy. никогда не было легко. And I suspect none of us
И я подозреваю, что ни у кого из нас, who would consider ourselves theologians, кто считает себя богословом, have ever accomplished that perfectly. не было ситуации, когда вы в идеале бы достигли этого баланса. The second thing, Второе, что относится к этой сфере, not only being relevant, не только то, что вы должны понимать ситуацию современности, but being a member of society но поскольку вы являетесь членом общества окружающего, helps us to answer the questions если вы будете активно обращать внимание на него, это поможет нам ответить на вопросы, that are really being asked. которые люди нам задают. Now, I've been in the Christian community since I was 20 years old. И я являюсь членом христианского сообщества с 20 лет. I'm now just a few months shy of 70. А сейчас мне вот еще пару месяцев и исполнится 70. And what I have found, И за эти годы, что я обнаружил? at least on many occasions, По крайней мере, во многих случаях, is that theologians это то, что теологи are answering questions отвечают на вопросы, that nobody's asking. которые никто им не задает. They were questions of 20 years ago, Это вопросы, которые задавались 20 лет тому назад, 15 years ago. 15 лет тому назад. But because the theologian forgets he's a member of Но society из-за того, что богослов забывает, что он живет в живом обществе and spends his time over in this little corner, и сидит в своих маленьком уголке, исследует, изучает, he doesn't really know what questions are being asked. он вообще даже не в курсе, чем живет общество, какие вопросы общество задает. I've had the privilege Мне была такая честь of lecturing in a number of universities, читать лекции в достаточно большом количестве разных университетов. and many of them have been in Eastern Europe. И многие из них это университеты в Восточной Европе. And what the wonderful thing about that И прекрасно вот что в подобном занятии. is that during the Q&A time, Это то, что когда подходит момент вопросов и ответов в аудитории, you begin to find out what are the real questions. ты начинаешь узнавать, чем действительно живет общество, какие у них реальные вопросы. What's bothering our culture? Что тревожит людей в нашей культуре? What is the young person struggling with? С чем борется молодежь? Какие у них сложности? What questions are foremost in their mind? Какие вопросы занимают их мысли? We have У нас есть. divided our congregations Мы, вернее, разделили наши общины, and even, I think, our communities. я даже скажу, наши города, наши сообщества, в котором мы живем. So that we have some people, И мы разделили на то, что есть люди, well, we only minister to the age between 20 and 30. то есть, допустим, есть люди, которые служат только возрастной группе от 20 до 30 лет. We only minister to grandparents. Или мы там, кто-то служит только пожилому возрасту. And by doing that, И когда мы так делаем, we fragment humanity получается, мы разделяем человечество, разделяем людей на части, разрезаем просто на части. and fail to grasp what are the real questions of humanity. И из-за этого у нас нет общей картины, какие действительно вопросы тревожат человечество. Now, where do we learn to do that? И где мы научились так поступать? Not from reading our Bibles, Ни в коем случае это не Библия нас научила. because that's what our world is doing. Потому что это как раз то, что делает мир, разделяет. We have just come through an election Мы вот у нас недавно выборы были in the United в States, Соединенных Штатах. and some of us were happy with it. И некоторые из нас остались довольны результатами. Some of us weren't happy with it. Некоторые остались недовольны результатами. But you realize Но вы понимаете, that politicians что политики using technology today используют современную технологию target certain groups. и направляют свои усилия на определенные целевые группы. So if in their constituency Поэтому если в их округе they know that there are certain people who are anti-abortion, они знают, что есть большая группа, которая особенно выступает против абортов, and they know that
people who live in this area И при этом они знают, что вот в этом округе или в этой области округа are more likely to be pro-abortion. там люди более спокойно относятся к абортам и даже поддерживают аборты, They actually craft messages for the two groups. то когда они ездят с предвыборной кампанией, то они свое выступление подбирают, соответственно, группе, перед которой они будут выступать. And technology allows them to deliver it just to this group over here. И технология позволяет им донести вот это выступление только вот этой группе. When you and I start to use those, let me put it this, when you and I as pastors, theologians, Если мы с вами, как пасторы, как богословы, begin to fragment the community of faith in the very same way, начинаем таким же образом разбивать сообщество веры на разные группы и по-разному к ним говорить, we then make our ministries issue-oriented. тогда наше служение начинает полностью концентрироваться вокруг каких-то исключительно разных вопросов. And not humanity-oriented. Наше служение, оно уже не ориентировано на человечество в целом, а только на отдельные группы. This will help us И это поможет нам, понимание этого поможет нам to overcome the tendency преодолеть тенденцию, которая появилась. to only speak on one aspect of theology. Такую тенденцию, что человек говорит только об каком-то одном аспекте богословия. That is, when we look at early Christian То есть, theologians, например, если мы посмотрим на ранних христианских богословов, they brought theology to all areas of life. каждый из них поднимал богословские вопросы в разных сферах жизни. Он не специализировался на отдельных сферах. Ethics, Например, касался и вопросов этики, politics, и вопросов политики, economics, и вопросов экономики, and so forth. и так далее. We must do the same. И нам нужно тоже так же поступать. And we can only do that well И получится это хорошо у нас делать только в том случае, when we understand and are a part of society. если мы будем понимать общество в целом. The Christian theologian must be aware of the world around him. Христианин-богослов, он должен осознавать, что происходит в мире вокруг него. He lives in a real world, Он же живет в реальном мире. or at least he should. По крайней мере, должен жить в реальном мире. Times that I've sat in a congregation Потому что было много случаев, когда я сидел в общине, в церкви, and listened to the pastor preach, и слушал проповедь пастора, and I thought to myself, и сидел и думал, what planet does he с live on? какой планеты ты вот это вот свалился? Because what he's saying does not reflect the world that you and I are living in. Потому что то, о чем человек говорил, он совершенно не соответствует миру, в котором мы с вами живем. But that's because he's become a professional. Но это такое получается из-за того, что человек чисто профессионально увлекся проповедью Isolated from the real world. и изолировал себя от реального мира. And avoiding the real world Когда человек избегает того, чтобы рассматривать реальный мир, will result in theology, это приводит к тому, seen as only very theoretical and lifeless. что богословие рассматривается чисто как теоретическая наука и безжизненная. Avoiding the world, Когда мы избегаем мира, not understanding the world, когда мы не понимаем мир, results in having no prophetic voice for the public square. это приводит к тому, что человек уже не имеет пророческого голоса в обществе. Nor does it train the people in the pew И при этом также не обучает людей, сидящих в церкви, how to speak meaningfully to their coworker, как говорить слова, которые действительно достигнут сердец людей в обществе, сотрудников or to their neighbor. или соседей. There's a loss of light and salt. Получается, что идет вот утрата света и соли, которым мы должны быть. A loss of truth against the lie. Происходит утрата истины, которая противостоит лжи, реальной лжи. He must show how to live in the world without being of the world. И потому что богослову должно показывать, как жить в мире, но при этом быть не от мира сего. And I think being a member, understanding that we're members of society will help. И я думаю, что если мы будем помнить о том, что мы живем в реальном обществе, не забывать об этом, это нам поможет сохранять этот баланс. I sometimes think Я иногда думаю, that I was fortunate что я очень благословен, мне очень повезло that I didn't come to Christ until I was 20. в
в том, что я покаялся только когда мне было 20 лет. Because I got a chance to live in the real world. Потому что у меня был шанс пожить в реальном мире. Now there are dangers and all that, of course. Конечно же, жизнь в реальном мире предоставляет кучу всяких опасностей и грехов. But I just think that too many theologians Но просто я считаю, что слишком много богословов are too isolated from the real world. увлеклись слишком сильно своей наукой и отделились от реального мира. But then let's say on the other hand, Но, скажем так, с другой стороны, see, in order to be a good theologian, для того, чтобы быть хорошим теологом, you have to have two hands. нужно, чтобы было у тебя две руки, как у нас говорят. You must be able to say on the one hand, С одной, чтобы ты мог сказать с одной стороны, such and в such. английском говорят с одной руки, Then you have to say on the other а hand. потом ты должен сказать с другой руки, то есть с другой стороны. So there's always То есть this hand and that. всегда hand. есть одна и вторая рука, одна и вторая сторона. The danger of the theologian who's in the society Опасность богослова, который, наоборот, увлечен мирской жизнью, рассматриванием мирской жизни, allows society to shape his theology. в том, что общество может начать формировать его богословие. And that's also a danger. И в этом тоже есть опасность. Our theology ought to shape our understanding of society. Потому что наше богословие должно формировать наше понимание общества. Now, I would just say in concluding И в заключение я хочу вот что сказать. that the theologian is dealing with reality, Богослов всегда имеет дело с реальностью, both seen and unseen. видимой, так и невидимой. And what is said of one И то, что он говорит об одной реальности, must not contradict the other. не должно противоречить тому, что он говорит о другой реальности. We must seek to equip Мы должны стремиться снаряжать Christians христиан, to think Christianly. чтобы они были способны думать по-христиански. You know, I would be thought of as an apologist, Я бы, может быть, меня часто воспринимают как апологета. but I think that's become too professionalized. Но я думаю, что эта даже сфера апологетики стала слишком профессиональной, увлеченной исключительно профессиональной. There's just a few of us that get well trained. Что есть немногие из нас, кто получают хорошее образование. We take on the atheist on the university. Вот мы там как возьмем за барки этих атеистов в университете, мы способны им доказать. But I think the true theologian, Но я вообще-то считаю, что истинный богослов, by the way he preaches, он виден в том, как он проповедует, how he thinks through the text, как он обдумывает текст, который прочитал, how he delivers the text, как он доносит этот текст другим, ought to train every person that listens to him чтобы в этом всем люди, слушая его, сами учились to be an apologist in the biblical sense. быть апологетами с библейской точки зрения. Because in the biblical sense, Потому что с библейской точки зрения, using the text we always use когда мы используем текст, который мы всегда используем, from Peter, с Петра, например, how the way should be ready to give an answer to every man. так и сказано, что будьте готовы дать ответ всем людям. That text only says Этот текст говорит только, that every Christian что каждый христианин, о том, что каждый христианин ought to be prepared должен быть готов to explain reasonably объяснить, здраво объяснить, why she believes почему он или она верит в то, что верит, what she believes. и во что он или она верит. So many times we have not instructed people Но так часто мы упускаем момент, и мы не учим людей, particularly our young people, в частности молодежь особенно. and they go off to the university. И они поступают в университеты, уезжают из домов, They've been reared in the church. воспитались они в церкви. And the first science course they enter Но первый курс обучения в их университетах, какой-нибудь научный курс, on the first day, в первый же день they take on the atheistic professor. они слушают и они, раскрыв рот, принимают мнение профессора-атеиста. And it's a very short battle. И это очень короткая битва, к сожалению. In about 5 minutes, Потому что за 5 минут эти дети, выращенные в церкви, the atheistic professor попадают во мнение профессора-атеиста. has humiliated
И он просто унижает их мнение and defeated и побеждает их убеждения the Christian. христианина. How many young people have been affected by that? И как много молодежи попалось в это и пострадало от этого. Because we told them what to believe, Из-за того, что мы им просто рассказали, во что надо верить. but we spent very little Но time мы очень мало времени уделили на то, helping them to understand why. чтобы помочь им понять, почему мы вообще в это верим, какие основания для нашей веры. Sometimes Иногда that's because parents это происходит из-за того, что родители only want the youth pastor хотят только, чтобы молодежный пастор, to make it fun хотят, чтобы молодежный пастор устраивал хорошее время, веселое времяпровождение to come to youth meetings. на молодежных собраниях. We want them to keep going to church. Чтобы дети хотели продолжать ходить на эти собрания и в церковь. They do, И пастора молодежные это делают. but often all they learn how to do Но часто единственное, что дети там учатся, is eat food and play games это как покушать хорошо и как поиграть в разные игры вместе. with a little devotional tapped on the back. И там где-то прицепить немножко пару минут изучения Библии. We must be more serious Нам нужно быть более серьезными, as theologians как богословам, about the equipping а в том, как мы можем снаряжать of the saints. святых, All saints, всех святых разных возрастов. whether they're 10 years old Будем 10 лет or they're 90 years. или 90 лет. That Christianity is not just about salvation. Потому что христианство это не только вопрос того, как получить спасение. It's about all of life. Это вопрос всей жизни, как ты живешь всю жизнь во всех сферах ее. And if the Christian theologian И если христианский богослов is going to rise to the task, будет действительно исполнять свое истинное задание, he'll have to be aware of the challenges то ему нужно прекрасно знать, какие есть вызовы перед ним. and will have to be committed to work. И также он должен быть посвящен на то, чтобы трудиться над преодолением этих вызовов. Hard work. И причем трудиться усердно. I grew up as a farmer. Я вырос на ферме. I didn't go to the university until I was 34 years old. Я 34. Я поступил в университет только в 34 года. Very late. I walked onto the university campus. И когда я вышел с университетского здания, I didn't have a clue what I was doing. я без понятия был, как мне дальше, что мне дальше делать. I'd become a Christian just before I went into the military. Потому что я стал христианином и потом сразу пошел в армию служить. While I was in the military, Пока я служил в армии, I really believed that God wanted me to be in the ministry in some way. но за то время ко мне пришло серьезное убеждение, что Бог хочет, чтобы моя жизнь была посвящена служению. But I fiddled around at all that. Но я еще долгое время с этой мыслью размышлял над этой мыслью. And then at 34, I started my К education. 34 годам я решился и начал получать образование. And as a farmer, И будучи фермером, that's still a part of me. вот эта вот природа, как бы детство фермерское остается частью меня еще. There are days, Есть дни, and not a few, и таких дней немало, when I look outside, когда я смотрю за окно, I think, oh my, и я думаю, вот да, вот это да. I'd like to be driving a tractor Вот through бы the на field. трактор сесть и поехать по этому полю. But then I realize that my work Но потом я понимаю, что мой труд, is in another field these days. Бог дал мне другое поле для труда в эти дни. It is hard work. И это тоже поле, требующее усердного труда. Pastoring is not for sissies. Служить пастором не для слабаков. Let me close with this concept. И я хочу вот завершить какой концепцией. If you read the Old Testament, Если вы читаете в Ветхом Завете, you will know вы обратите внимание, that when Israel goes into unfaithfulness, что когда Израиль впадал в неверность, it's the teaching priest именно священник-учитель, that God condemns. Бог обличал именно священника-учителя или у священников-учителей. Because when people came to the temple, Потому что когда народ приходил в храм,
and went through their religious и activities, исполнял свои религиозные ритуалы, the teaching priest именно священник, обучающий их, failed to explain the significance. не исполнял своей обязанности, чтобы объяснить им важность всех этих ритуалов. And religious activity А религиозная деятельность сама по себе is no fortress against unfaithfulness. не является никаким укреплением против неверности Богу. So I would trust that for those of us И поэтому я верю в то, что те из нас, who want to be in this work, кто хочет действительно заниматься этим трудом богословским, and it's a great work, и это великий труд, it's a hard work, это сложный труд, it's a responsible work, это большая ответственность. cannot be taken on Мы не можем with light minds. подходить к этому пренебрежительно или слишком небрежно. That God would help us Пусть Бог нам поможет to be good leaders, быть хорошими лидерами, both by what we do, как в том, что мы делаем, what we say, так и в том, что мы говорим, and how we treat the и text. в том, как мы относимся к тексту Божьему. Thank you. Спасибо за ваше внимание. Now we have a little time for questions. У нас есть немножко времени на вопросы. I don't give answers, I just take questions. Ответов у меня не будет, но вопросы вы можете позадавать, если вам хочется. Comment, question. Может быть, комментарии какие-то, мысли. Спасибо за That's clear. Thank you for your lecture. There's a guy. There's a few questions. Yeah. Вы упомянули либеральную теологию. Какие угрозы вообще либеральной теологии? Упомянули либеральную теологию. Какие угрозы? You mentioned the liberal theology. What are the dangers of liberal theology? Well, the dangers of liberal theology Значит, какие угрозы либеральной теологии? is that it misrepresents God. Это то, что она неправильно показывает Бога. And once God is misrepresented, И если Бога изначально неправильно преподносят, I can see no reason to follow то him. я уже не вижу смысла, зачем следовать дальше за какой-либо мыслью. I can see no reason to believe in God. У меня уже тогда не будет реальной причины доверять и верить Богу. If God isn't who he claims to be in the Bible, Если Бог не является тем, кем Он себя называет в Библии, look somewhere else. тогда можно что-то другое поискать, во что верить. I went through a bit of a crisis. И у меня в жизни был свой небольшой кризис. I remember preaching, Я помню, как я проповедовал, or whatever I did, или там что-то другое делал. and on this Sunday morning, И в одно воскресное утро something kept going through my head. у меня в голове крутилась одна и та же мысль. It wasn't a voice audible, Это не был какой-то там слышимый голос, but this was the thought that kept going through но my head. мысль вот просто не уходила с головы. Bruce, Брюс, if you want to believe all of this for yourself, если ты хочешь вот во все это верить чисто лично для себя, that's one thing. это одно дело. But you're now speaking to 275, 300 people. Но тебя же сейчас слушает 275 или 300 человек. Are you sure Ты вообще уверен, that what you're saying is right? что то, что ты им говоришь, правильно? That was a very serious moment for И me. вы знаете, это был очень серьезный момент лично для меня. And I actually spent the next 3 years И я потом потратил последующие где-то года 3, working my way through what I чтобы believe. четко разобраться, во что и почему я верю. And I just decided И я решил для себя, that if Jesus was not raised from the dead, что если Иисус не воскрес из мертвых, if the Bible was not a trustworthy если я record не уверен, что Библия это Слово Божье, of who God is, которое рассказывает о том, кто Бог действительно есть, then I would give up on Christianity если бы я во все это не верил, тогда и не стоило бы мне продолжать с христианством. and go look for truth somewhere else. Можно было бы ходить и искать истину в чем-нибудь другом. Now, I'm not thinking everybody has to do that, Я не говорю, что все должны пройти такой кризис веры, but I think it does emphasize the seriousness of what this is about. но я просто думаю, что это подчеркивает серьезность того, о чем мы говорим. Christianity is not just a moral thing. Потому что христианство это не просто список моральных правил, That is, it makes you a better person.
о том, как быть хорошим человеком, как стать лучшим человеком. Christianity is not a prudential thing. И христианство это не просто какое-то притворство. That is, it makes good sense to believe it. И не просто то, что ты вот как бы представил себе и думаешь, ну вот нормально в такое верить. It isn't just a religious thing И это даже не просто религиозный какой-то ритуал, that may give you status in the community. из-за которого ты можешь заработать себе какой-то статус в обществе. It's either truth Это либо истина, or it's not. либо не истина. And that's the great importance. И вот это важно, в этом быть уверенным важно. Well, that's what this farmer from New England thinks. Ну вот что для себя решил этот фермер с Нью-Ингланд, с Новой Англии. Anybody else? Вопросы еще кто-то, да? I should warn you that I tend to think in terms of absolutes. Я хочу предупредить вас, что я обычно думаю абсолютными понятиями. So when I hear an absolute statement, I always go back to say, are there any exceptions? И когда я слышу какое-то абсолютное утверждение, я всегда говорю, интересно, есть ли какие-нибудь исключения из этого? You made a comment earlier that I would attempt to capsulize this way. И раньше заранее вы сделали такой вот комментарий один, который я хотела бы подчеркнуть. That without theory, you can't have practice. Что без теории невозможно иметь практики. Well, that was an absolute statement. И для меня это звучало как абсолютное утверждение, как неоспариваемое утверждение. I had occasion many long years ago Потому что много лет назад у меня был такой случай, to get interested in the Chinese culture, когда я заинтересовался китайской культурой, of which I confess I know very little. а в которой я очень мало разбирался. But I was interested in the question of why was it Но меня заинтересовал вопрос, почему that 13th century China had no science. в Китае в 13 столетии не было никакой науки. They had no theoretical У understanding, них не было теоретического объяснения практической жизни. but they had a marvelous technology. Но при этом у них были просто удивительные технологии для того времени. They could cast 20 foot high iron statues and they wouldn't crack. Они могли поднять огромные железные статуи без всяких повреждений. They could drill wells that were thousands of feet deep. Они рыли колодцы там на сотни метров. But they had no clue why. Но без понятия, у них не было теоретического объяснения, почему это все. They paid attention to what worked and they wrote it down. Они просто обращали внимание на то, что получается, что срабатывает, и они развивали то, что срабатывает. Yes. It is possible for us. Да, я скажу так, что возможно, If all you had to worry about если все, о чем вам нужно переживать, is what you personally believe, это то, во что вы лично верите, but we have been called to something much greater than that. то, возможно, как бы не иметь теоретического объяснения, просто делать то, что получается. Но мы призваны к большему. We've also been called to communicate that belief to others. Мы призваны, как богословы, призваны доносить, передавать это убеждение другим людям. And then you have to have more than practice. И тогда нужно, чтобы объяснить другим, нужно иметь больше, чем только практический навык в чем-то. You must have a real reason. Тогда ты должен уметь рационально объяснить, или разумно объяснить. All right. Are we ready to Хорошо, мы готовы take a break? сделать перерыв, да, уже? Yeah.